Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас обзор мини-трактора Kubota Astra 155. Полный привод, естественно. Очень миниатюрный размерчик трактора, хорошая мощность и при этом очень удобная эксплуатация, опять же. Естественно, Kubota Astra, всем известные трактора. Что примечательно, 155 у нас модель, трехточечное навесное устройство, соответственно, все навески можно сюда поставить. Гидрорегулировка также присутствует. По фрезе сразу покажу ножи. Вот они. Состояние достаточно хорошее, как бы понятно, что износ есть, к сожалению, не новые они, но тем не менее ходить еще будут. Фреза здесь в районе 1,20 м. Вот она у нас 1,25 м, РСПшка. По шинам все отлично. Есть небольшие растрескания по боковому именно корду, но это не глубоко и никаких проблем не принесет своему владельцу. По правой стороне все целенькое, ровненькое, поэтому, повторюсь, никаких проблем. Наработка у нас очень маленькая, здесь 388 моточасов, соответственно, отсюда и ровная работа двигателя. Двигатель трехцилиндровый, я думаю, все знают, что несмотря на маленький размерчик этого трактора, двигатель здесь трехцилиндровый, охлаждение водяное, так классно спрятан радиатор. Технический ТНВД, все вот ровненько, хорошо работает. Все отлично видно. По гидрорегулировкам все регулировочки здесь есть также, поэтому все в наличии. Так расположен у нас здесь кран гидравлики под сиденьем, куча мозгов, поэтому все вот так. Хотелось бы показать работу гидроцилиндра, что все здесь прекрасно функционирует. Видите, это автовыравнивание, то есть здесь я уже не помогаю, фреза рука здесь. Здесь у нас вот он тумблер, можем на него нажать, и фреза автоматически сама выравнивается. То есть выставлено это все вот здесь у нас. Естественно, это все можно переставить из автоматического режима в режим принудительный на синий. И, естественно, подъем, опускание фрезы, также все это прекрасно функционирует. Вот такой вот тракторок. Компания Progress Auto приветствует вас еще раз. И спокойненько можете к нам приезжать. Будем рады вас увидеть. Всего доброго. Поедем теперь на место его ставить.